Ну, это Мичил Андрусов, наш разработчик. Он занимается программированием, то есть слои, которые нарисовал наш иллюстратор Кира Шахова, он их делает так, чтобы они двигались и оживали. Можно здесь посмотреть процесс разработки. У нас все еще есть доработки, которые мы будем делать на будущей версии и также выводить на Android. Это Иван Гаврилев, он занимается расписанием СФУ, делает мобильное приложение, которое позволяет всем студентам смотреть в реальном времени, какое расписание у них есть. То есть не звонить кому-то там друзьям и не ходить в деканат смотреть на листочек, а именно вот удобно пользоваться этим. Также деканаты и факультеты они могут отправлять уведомления на это приложение. То есть уведомлять всех первокурсников, всех второкурсников, конкретно какую-то группу какими-то сообщениями и информацией дополнительной. Допустим, там, все первокурсники собираются там там для чего-то. Да? На данный момент эта функция у нас в приложении бесплатная, и само приложение бесплатное. А как сейчас пользуются люди, это смс-рассылка, это все платно. И я думаю, что выгода в этом приложении огромная. Это наш разработчик Николай Амосов, он веб-разработчик, и все веб-сайты, веб-порталы мы делаем с помощью него. На данный момент у нас есть заказ от инвестиционного портала, от агентства инвестиционного развития. Is the tip of the ermine's tail black? As you all know, the squirrel is black and the rabbit is white. But did you know that a long, long time ago, the old man heard the ermine's groan and pulled him out of the water? И съел всю массу. Смотри, как готился. Ну, идея пришла год назад, во время Сахаселигера 2012, а разрабатывать мы начали в этом году, в январе, можно сказать, в феврале, когда начали искать сценарий для сказки, ну и, соответственно, началось все в январе-феврале. Ага, сколько человек задействовано было при создании вот этого приложения? Ну, около 10 человек, это включая иллюстраторов, разработчиков, сценаристов и переводчиков. Также еще озвучивали из театра Алан Холл, и маленький мальчик озвучил, и американка озвучила на американском языке. Ага. На скольких языках это приложение доступно? Ну вот, как я сказал, пока на 3 языках: якутский, русский, английский. В будущем планируем еще издать эту же сказку на китайском, корейском, японском и испанском. Угу. В данный момент эта игра находится, да, на iTunes? Да, на iTunes можете скачать в App Store. Можете по поиску найти якутские сказки. Это будет, наверное, первым приложением, так что в поиске будет вам легко. Но на Android пока Google Play еще не вышла, выйдет в октябре. Ага. А разработка для двух разных маркетов, она отличается, да, или нет? Технология, которую мы использовали, она практически не отличается. Отличается только вот конечной вывозкой. То есть, ну, программный код не отличается, а вот конкретно только в конце это различие есть. Угу. В данный момент есть, да, скачивание? Ну, какое количество? Больше 200 скачиваний на данный момент. Угу. За какой период? Это за 3 дня. В принципе, неплохо. И получается, какого числа вы выложили это? 27 сентября. Но мы, к сожалению, статистику можем видеть только за предыдущие дни. То есть на данный момент мы точно сказать не можем.